Проехали длиннющий тоннель параллельно Вантовому мосту. Едем дальше в Красную Поляну, Кепша. 28 км уже. Осталось 12 километров. Туманчик он в горах виднеется. Режим 30 км. Стабильно идем пока. 30, 32, 35. Тут такие небольшие подъемчики. Да, туман. Небольшой тоннельчик. Все в тумане. Ага, помню в том году, да, ой, в этом. На Петре ездил там у нас в Ялте. На Петре, значит, начал подниматься туман. Сплошной туман, вот так вот едешь. И вообще туман такой был.
И чем выше, чем он такой, все прям еле видимость такая была. Поднялся на Петре, потом туда до той канатной дороги, а там ничего не видно, ни Ялты, ничего. Ну и потом уже назад спускался, там тоже, блин, туманище, не видно нифига. Машины все свет повключали. Да я потом тоже. Потому что не видно нифига было. Видимость я не помню, какая там была вообще. Вот цистерны. Что-то стоит. Медвежий угол. Нам на медвежий угол не надо. Что-то повез. Строится кто-то в поляне по-любому. Так, 31 км только. Хо-хо. Да, видимость. Небольшой подъемчик. КамАЗы мотаются туда-сюда. Ты смотри, 3 КамАЗа. Да, туманник.
вот примерно про такой туман я и рассказывал. Офигеть. Вот там, по-моему, в Ялте был тогда такой прям похлеще этого. Там прям ничего не было видно. Тут хоть так есть видимость. Сколько градусов, интересно. Конячка. Вот это туман. Это туман. Гор не видно. Туры стоят, не едут, ночуют, спят ребята. Да уж, ничего не видно. Ни справа гор, ни спереди. Первый раз такое, сколько я езжу уже сюда. Ну, по температуре, да, сейчас где-то плюс 5, плюс 4. Плюс 3, может даже.
вот и поворот этот. Доехали сюда. Туда прямо на садок. А это сворачивает с параллельной дороги сюда уже в Красную Поляну. Осталось 4 км, 4-5 до заправки. Так, тоннельчик небольшой. Еще один тоннельчик. Связь потеряна со спутником.
солнышко. О, а тут тумана нету. Небольшой подъемчик. Осталось 2 километра. Гелендваген. Банька. Что-то там с банькой было написано. А, горы в снегу вон. Дальний. Да. Верхушечки он заснеженные. Дівчина помчала на велосипеде. Горы справа. Вон горы спереди. Заснеженные уже. Да, скоро уже тут будет все в снегу. Зимняя сказка будет здесь. Скоро уже. О, 3 деления. Не хватило чуть-чуть доехать.
Ладно, будем заряжаться. Добро пожаловать в Красную Поляну, горный курорт Сочи. Вон стела уже виднеется. Гранд Отель. Фух. Машины поставали. Фоткаться все. Все, приехали почти на заправку. Сейчас перекусим, попьем чайку.
зарядимся и поедем дальше. Абхазские машины. Сбербанк. Магнит. Там пятерочка была. Да, только вот это с мотошлемом этим. Блин, он тяжелый такой. И в горы с ним подниматься, конечно, жарко, так капец. Когда в горы ехать, нужно шапку. Нужна шапку, обычный летний шлем и типа маски, ну чтоб нос, губы, рот, чтобы это все было закрыто. Потому что в этом мотошлеме, блин, в горы это подниматься, блин, тяжело очень. Да, он теплый там все это, но, блин, вся, блин, голова мокрая. Идем по городу. Так, нам нужно... Давай, газуй. Смотришь. Нам надо подняться до отеля Беларусь и там уйти налево. Сейчас посмотрим, ладно. Шапки все в снегу. Так. Тут что-то ремонтируют. А слева горы не в снегу. Здесь высота поменьше видно. Те горы он дальше, там где садок, там, наверное, холодней. Там, наверное,
Если здесь плюс 5, то там, я думаю, плюс 1 или даже 0. Ну а что, если в Адлере плюс 10, плюс 12, то да, там уже Эстосадок, Роза Хутор, там на 10 градусов по-любому. Так. Ага, ну, налево это отель или санаторий Беларусь. А нам сюда надо. Выше. Чуток. Нам чуток выше. Такс. Уже жарко. Да, подниматься в горы всегда жарко. Ну, именно если на велосипеде. Потому что идет двойная нагрузка. Если вот пешком, то оно не так. А вот на велосипеде идет двойная нагрузка и потеешь больше. Так, здесь подъемчик налево. Направо мы ездили, там тупик, туда вверх. Так, сегодня у нас задача подняться на водопад Киева. Посмотрим, как время, сколько туда подниматься. Если за час, то нормально. Мадам вся в красном куда-то шурует пешком. Да, так вот, если за час мы поднимемся, то по времени это нормально. Час подниматься, спускаться чуток меньше. И как раз успеем. А если дольше часа, то можем не успеть. Нам же еще домой в Адлер вернуться. А это 45 километров где-то от этого места. Ну, 42 там, вот так вот. А темнеет сейчас уже раньше еще. То темнело в 6, сейчас
уже еще время сократилось. То был закат в 5, по-моему, 5:10 или в 5:15. Сейчас уже в 5:01. На 10 минут раньше. Где-то так. Так, все, сейчас будет подъем. Да, вот он, этот подъем. И тут будет жарко. Подниматься нам. Но, блин, утром ехал. Холодно было. Так. Снимем мы очки. Отделение уже у нас тут. Вот такой листок, камушки. Ребята, он вообще пошли в футболках. Жарко. Я тут, блин, нарядился. Куртки, блин. Да уж. Ну и дела. Оп-оп-оп. Пробираемся через лес. Типа лес. Такс. Тут не проехать так просто. Да, тут в шлеме в таком жарко. Фу, тут тихо. Вот в чем дело. Ветра нет. Тишина. Да, уже пот течет. Эту дорогу я помню. Уже ездил до этих зданий там.
камни, понятно. Тут бревно. Фу. Блин, ну и жарко в этом шлеме. Зачем я его с собой взял? Вот зараза, а. Жарище. Фу. Да уж. Фу. Фу. Жарковатенько, однако. Так. Так, какие-то заброшенные здания. Ой, не заброшенные, а жилые даже. Кто-то живет. Так, что тут у нас? Тропа должна быть где-то. Ну, на Maps.me она он есть. Вот она. Тропа. Вот она сюда идет, да. Тропа. Туристы стать. Берегите. Что-то, что. Туристам стать. Бери левее что-то. Походу сюда. Фу. Тропа. Ну, походу, вот это она и есть тропа. Вау. Что такое? О! Заедем. Так, ну да, вот она, тропа эта. Ну, что-то тут
какой-то обвал произошел. Так. Фу. Тропа. Что ж тут ничего не обозначено. Куда тропа это? Походу вот это сюда. Опа. Такс. Надо посмотреть. Так, показано все время держаться якобы правее. Вот это оно. Ты вот так ее объезжаешь. О. Так, а тут что у нас? Ага. Опа. Ага, понял. Ага.